Песни и мотивы звучат со сцены Королевского дворца в Омане. Абхазский свадебный, убыхский и черкесский а-ля Париса на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна ибн Абдалы. Событие для всего черкесского мира большое, а для самих королевских особ и простых иорданцев это просто дань уважения и почет всем тем, кто проживает в их стране и называет себя черкесом. На сцене артисты клубного ансамбля черкесского фольклора «Халь-Джил, Халь-Джадид», который существует в Иордании уже много лет. Ансамбль является одним из самых известных в стране. Со дня его основания ни одно торжественное мероприятие не проходит без выступления знаменитого коллектива. В 2023 году постановщиком танца на королевской свадьбе стал наш соотечественник Шамиль Трабш, предкам которого пришлось покинуть историческую родину много лет назад. Сам Шамиль живет в Турции с семьей, однако по приглашению друга временно работает хореографом в Иордании. Сейчас учит абхазский язык и сожалеет, что не владеет им в полной мере. Нам удалось связаться с Шамилем по телефону. Иҳаҩсыз ашықәс абри аамҭазы Иорданиатәи аклуб Аль-Џил, Аль-Џадид аҟынтәи сҩыза Ҭел дысзасит. Уи ари аклуб аҟны акыраамҭа хореографс аус иуан. Аклуб ханҩажәа шықәса ахыҵра аҳаҭыр азы аамҭа кьаҿк иалагӡаны акәашаратә шоу еиҿыскаарц аҳәара ҟаиҵеит. Сара сақәшаҳаҭхеит, избанзар ҳааԥхьара ҿыцқәа бзиа избоит. Ҳара иҳалҳаршеит лыҵшәа бзиала Иорданиа Ҭырқәтәылеи ақәгылара. Уажәы сара аамҭала Иордания сыҟоуп. Ансамбль аҟны акәашара ҿыцқәа рықәыргылара снапалакуп. Хореограф рассказал, что ему доводилось ставить танцы на многих мировых площадках. Также он танцевал в творческом коллективе «Редада» в Турции и работал с нынешним руководителем государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии Валерием Тане. В Абхазию из-за плотного рабочего графика удается приезжать нечасто. В скором времени Шамиль надеется еще раз посетить историческую родину. Шамиль рассказал, что в Иордании чувствует себя как дома. Сара аклуб аҟны сынхоит уҳәар ауеит, убасҟак ҳус ҳсараҳкуеит. Сара бзиа избоит аус зцызуа ауаа, насгьы аҩны сыҟоушәа исыԥхьаӡоит. Аҭыԥантәи ауааԥсырагьы ачеркесқәа ҳзын иаартуп. Ргәы ҳзыразуп, культура еиԥшымзаргьы. Эти кадры облетели весь мир. Свадьба наследного принца собрала множество именитых гостей, а у входа их встречает черкесская королевская охрана. Ведь черкесы когда-то поклялись первому королю Иордании в верности, и это обещание ни разу не нарушили. В свою очередь, правящая королевская династия относится с большим доверием к своей охране. Созданная еще при эмире Абдале I, королевская гвардия стояла у истоков иорданской государственности. Менялись монархии, а гвардия оставалась, неся почетную и трудную службу. Общеизвестный факт, что после Кавказской войны черкесы рассыпаны по всему миру. Они проживают в Турции, Сирии, Египте, Ираке, Ливии и других странах. В Иордании одна из самых больших диаспор. Здесь черкесы появились после 1864 года и считали необходимым защищать ту страну, в которой живут, и монарха Абдалу ибн Хусейна. Войдя в штаб мобильного полицейского отряда, не раз спасали ему жизнь. Наличие Королевской черкесской гвардии во дворце в настоящий момент говорит исключительно об уважении королевского двора к черкесам. Нынешний король Абдалла II в дань памяти отцу и его отношения к черкесам решил сохранить черкесскую гвардию во дворце. Иордания – одна из тех стран, которая оказала гуманитарную поддержку Абхазии во время грузино-абхазской войны. 5 января 1993 года в аэропорту города Нальчика произвел посадку грузовой самолет ВВС Иордании. Борт доставил 17 тонн гуманитарного груза, медикаменты, детское питание, одеяло. Слово члену пленума Фонда культуры КБР Александру Тухужеву. Зарубежная диаспора тоже отреагировала своеобразно. Они, конечно, могут сделать многое, учитывая то, что они владеют там, значит, определенным капиталом и влиянием в государстве, в государствах, в которых они живут, особенно в Иордании. Ну, Иордания откликнулась, она прислала самолет с
гуманитарной помощью. Значит, они буквально месяц назад, мы с тобой, Ира, давали интервью им, они обещали и говорили, мы чем можем, мы еще поможем, мы должны собрать то. Перечисляли много вещей. Даже представитель по гуманитарным делам Иордании, принца Хасана, нам с тобой сказал, что по возвращению я проведу большую работу и по возможности все сделаем, чтобы помочь Абхазии. Там в народе проблему Абхазии знают, как дает массовая информация. Но, несмотря на это, доходят туда и реальные вещи, которые здесь вот происходят. Там факты насилия, убийства, страшных преступлений. За рубежом сейчас медленно, но уже просыпается такая сила, которая среди наших соотечественников, которые реагируют на это очень серьезно. У меня есть друзья в Иордании, которые говорили однозначно, что нам делать, чтобы чем-то помочь. Я сказал, что единственное, что можно делать, конечно, гуманитарная помощь, финансовая помощь. Примером является, вот, пожалуйста, Фарид. Вот в плену были, его обменяли, сириец парень, очень грамотный, умный. И душа у него чиста, и он все помыслы и все свои силы отдает, чтобы свобода была, чтобы вернуть свободу Абхазии. Также с Иордании есть Халдун, фамилию сейчас не помню. С первых дней когда кабардинцы первая группа ехала, он единственный иностранец среди нас приехал сюда. И до сегодняшнего дня здесь. Я считаю, что работу надо проводить здесь. Надо общаться с ними, надо к ним ездить, надо посылать к ним видеоматериалы, надо уметь, значит, находить какие-то контакты, чтобы они имели четкую информацию о тех трагедиях, которые здесь происходят. В истории также остались конные переходы черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию в 1994 году и ответный визит иорданского принца Али бин Аль-Хусейна в 1998. Первый конный переход был организован в честь победы в Отечественной войне народа Абхазии и в честь 130-летия Дня памяти Махаджиров. Группа из Кабарды двинулась в Иорданию через Турцию и Сирию по местам жительства черкесской диаспоры. Через 4 года, в 98-м, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, сводный брат нынешнего короля, совершил ответный поход. 9 сентября 1998 года в столице Иордании Аммане начался конный переход по пути изгнания адыгов с исторической родины, возглавляемый и организованный принцем Али бин Хусейном при содействии Международной черкесской ассоциации. В Иордании, Сирии, Турции всадников сопровождали представители мировой прессы. В результате это событие широко освещалось и вызвало положительный резонанс во всех странах. Я думаю, принц Али задался благородной целью рассказать об адыгах, о проблемах рассеянной по всему миру адыгской нации, всем тем, кто должен помочь нам осознать свое величие, осознать тоже свои проблемы и приковать внимание вот к этим проблемам. Мать Али бин Аль-Хусейна была черкешенкой по происхождению, красивая и образованная. Она активно занималась благотворительностью, уделяла большое значение вопросам повышения уровня жизни в стране. Народ ее очень любил и называл королевой сердец. 9 февраля 1977 года Алия возвращалась в Оман из очередной рабочей поездки, посещала больницу в Глубинке. Произошла катастрофа, вертолет разбился, Алие было всего 28 лет. После смерти Алии во дворце хранят память о ней. Среди гостей королевской свадьбы 1 июня можно было заметить членов монаршей семьи в национальных адыгских одеяниях. В Иордании проживают более 100 тысяч человек черкесской диаспоры. Они доподлинно не знают, сколько их в королевстве. Да и говорить об этом не любят. Важно то, что они делают для государства. Нынешний король и королева Иордании уделяют черкесам большое внимание.
Гугут Савардания, Абхазское телевидение.